Давненько, да, давненько. Вот так вот. Ну что, дорогие мои, сегодня закончили все ножи. И я хотел бы показать вам, какие ножи в качестве призовых будут в это воскресенье. Так, дайте посчитать. 4. Так. 6. 9. 10. И 15. Что, ребята, подробненько обзорчик будет завтра. Сегодня просто успокаиваем вот свои нервы, чтобы было на что посмотреть. Коли у вас есть, ребята, вопросы, задаем. Так, многие до сих пор не знают, как участвовать. Отвечу специально тем людям, которые не знают, как принять участие в данном конкурсе. У нас, ребята, 1, 2, 3, 4 дня всего. Вот. Такой большой активности такового я не наблюдаю. Ну, потихоньку есть. Ну вот. Куда перевести деньги на конкурс? На этот номер карта прикреплена. Сбер. Вот. Билеты по 500. Вот. Умные люди отправляют по одному билету, но каждый день. Каждый день. Ибо избежать от совпадений, чтобы они не стояли рядом, а где-то так, так. Все номера опубликуются. Не звоните мне. Так, у кого не распечатан, не увидели свой номер в списке, будьте так любезны предоставить по WhatsApp чек отправки. С помощью этого чека я буду знать, что вы действительно участник. И данному номеру прикрепляется еще один номер для того, чтобы сгенерировать случайных числа. Вот. Второй вопрос, который я столкнулся пару дней назад. Я тут сгенерировал генератор случайных чисел. Попадаются дважды, попадается даже 3 раза одно и то же циферка. Вот что странного. Вот. В таком случае, если второй раз попадается одна и та же цифра, то хозяин данной цифры приобрел несколько билетов, то автоматически получается он забирает второй приз. Если третий, то третий приз.
Вот так вот. Все, на мой взгляд, логично, просто участвуем и, как говорится, ждем воскресенья. Должен объяснить еще раз третье. Вот. Если по каким-то причинам человек не поднимает трубку, если этот номер находится вне зоны связи, то все равно он становится победителем данного конкурса, забирает ножик. А чтобы не путаться, я буду представляем первый приз. Показываю ножик, кнопочку мышку нажимаю, компьютер это сгенерирует. Вот. Какой-то номер будет. Ищем в списке. Все это в прямом эфире. Ищем в списке. Находим. Набираем телефончик. Алло, алло. Алло, алло. Если человек не поднимает вне зоны доступа, все равно данный приз, который показан был, хозяину остается. Идем дальше. Вот и все. По-моему, все предельно ясно. Вот так вот. Так, ну, ребята, участвуем. Больше нечего рассказывать. Если нет вопросов, разрешите представить вам, какие нынче будут в мартовском конкурсе ножи. Вот такой красавчик. Позвольте только так показывать. Не буду раскрывать все карты. Вот таким символом. Пятиглазкой. Этот символ, ребята, очень большой оберег. Действует на любого человека. Независимо у него какая вера, независимо какая национальность. Очищает и оберегает. Этот символ волшебный. Почему? Потому что оттуда, да, с древних времен. Очень сильный символ. По-якутскому называется бескарах. То есть 5 глаз. 5 глаз. Очень мощные. Таких ножей в исполнении такими символами. Сейчас поищу. Сколько. Сейчас поищем сколько. Так. Ну, походу. Так. 3 штуки. Почему именно такими символами я сделал 3 ножа? По той простой причине, у этих 3 ножей энергетика совсем иная. Если кто забыл, я учу образование, вот, которое было утеряно, только возрождается. Вот, буквально всего несколько лет. Вот. Я этому научился буквально месяц-два назад. Вот. Эта учеба очень помогает не только в обычном дне, но и в работе, скажем так, в бизнесе, семейных отношениях и так далее.
Вот. На днях, если кто следил на Инстаграме, посетил я святые места, был в дороге. Вот. Наскальные рисунки посмотрел собственными глазами, даже потрогал, которое нельзя было делать. Вот. И я очень впечатлен энергетикой этой природы. И мне немножко стыдно, что человеку за 40 давно, вот, и не посещает такие именитые места, как Ленские столбы, кому известно. Вот, и в этих столбах есть старинные загадочные знаки и символы. Вот. Коллектив был около 200 человек. Вот. Машин там 40, один автобус. И что порадовало меня очень сильно, были люди из разных уголков республики, вот, и из разных возрастов. Были дети 7-летние, и была одна бабушка, которой 74 года. И с этим во время поездки утром, раннее утро, бабушка была в палках двумя, которыми ходят. Вот. А к вечеру самостоятельно она вот такой снег, буквально по колено, самостоятельно ходила. Нету палок. Вот такая энергетика есть у нас. И не только в людях, но и в таинственных священных местах. Вот. Так что глубоко я впечатлен. И в следующий раз, в будущем, то же самое буду изучать и чтить традиции, древних надписей и так далее. Очень-очень глубокое и очень-очень хорошее, во-первых. Некоторые думают, что это, грубо говоря, секта, там, а-ля тополя, они какие-то такие. Ну, пускай так думают. Это, как говорится, их проблема. Вот и все. А те, которые уже знают, уже видели, уже чувствуют, уже живут этим, то, ребята, буквально жизнь меняется сразу. Почему? Потому что предки твои уже твою дорогу освещают, показывают, что надо делать, что не надо делать. Вот, буквально перестал материться, вот что странно. Первые же недели учебы я не стал материться. Или если так, как говорится, что-нибудь такое настанет, что был из этих уст слова мата, то нечаянно услышал на краешком уха, что что-то не то сказал. Оказывается, я что-то вроде матерился. Удивляешься, интересно. Да, есть. Так что хорошая вещь, очень надежная и очень хорошая. Что странно, ребята, человек, оказывается, лечится не только от лекарства. Вся проблема вот здесь, у каждого человека. Мы думаем о том, что у нас кредит, мы думаем, что наша жизнь такая нехорошая, мы думаем, что грядет такая-то нехорошие вещи и так далее. Но если человек думает только об этом, он получает это.
Вот и все. А если человек перестает думать об этом, оказывается, человеку нечего думать. Судите сами. Свет уходит у вас на квартире в тепленьком. Wi-Fi ушел, а свечка только в магазине, который я никогда не покупал. Но мобильный телефон тоже не ловит вдруг. Фонариком включил. Как говорится в одном хорошем анекдоте, свет погас, разговоры на «ты» по душам пошли с женой. И оказывается, моя жена вообще-то ничего. Вполне нормальная женщина. Был такой анекдот. Просто не хватает внимания. Не только в семье, но и в любом коллективе рабочем друг друга не хватает внимания. Внимания хватает только на гаджеты. Мы встаем в 7 утра, смотрим, какие сообщения, зарплата получил, не получил, там аля-тополя, ё-моё, ё-моё. И все эти вчерашние мысли приходят обратно. Груз. И каждый днем все больше и больше. И проблем от этого не становится меньше и меньше. Мой вам совет. 9:00 вечера отключайте телефон. Вот и все. Нафиг он нужен. Мы не живем мы живем среди людей, которые говорят, что-то советуют, общаются, какие-то мысли между собой делите и так далее. А когда этот телефон присутствует у кого-то, он туда идет, а не здесь. Вроде бы сидим, ужинаем, и все у телефона, ну как оценки, хорошо. Что хорошо? 5 получил по физкультуре и так далее, и так далее. Тут YouTube, тут TikTok и так далее. Мы не живем, мы существуем. Место существования это твоя квартира. И все. Никакого общения, никакого внимания. Понимаете? Нас разделили давным-давно. А если убрать это добровольно, убрать его, детей забрать телефон, пущай. Орут, пущай, плачут, пущай в стену головой ударится. Ну и что? Шишкой вырастет и все. Терпение. Забрали и все. Тихо, тихо. Тут командует батя. Все, ребята. Ладошку тут вставляю. Например, я вставляю в выключенном виде телефончикой. Все, ребята, отдыхайте. Пускай ваши глаза, мысли отдыхают. Читайте уроки. Туда-сюда. Собак накормите и так далее. Все, хватит. Научились. Все смотрят. Блин, последняя минута. Блин, последняя минута. Ну, проиграл. На, держи, Ватя. Я устал играть. Ну все, логично. Зато ребенок спит вне волны. Нету электромагнита. Понимаете? Все телефоны выключены, лежат где-то на кухне. И оттуда никто не забирает. Это закон. А закон устанавливает кто? Хозяин. А кто в доме хозяин? Мать? Все скажут мать. Нет. А кто кормились дома? Мать? Все скажут отец. Ну вот. Откуда финансы? Вот. Отец молодец. Ну. Все-таки один плохой человек должен быть в семье. И это, конечно, должен быть не мать. Мать это святое для всех. А батя, сказал батя, что от бати возьмешь? Нету. И все. Батя сказал и сделал. А ты сделай. Сделай. Тогда вопросов нету. Жена захочет
новую, я не знаю, сапожку и так далее. Предоставь ей такую возможность. И все. Какие вопросы? Сапожка у тебя есть? Есть. Ну, ходи в это. Кто находит деньги? Батя? Батя. Ну вот. Тогда получается и ответ, кто в доме хозяин? Хозяйка есть. А хозяин кто? Ну, батя. Давай сюда. Батя сказал. Батя сделал. Ну, только с помощью этого уважения у отца. Только с помощью этого. А если батя слова не держит, батя гуляет, любит бухать, то, ребята, сами знаем результат. Никто по головушке редко будет кому похвалить. Вот. И с таким авторитетом, особенно сыновьям, батя, какой он был? Ну, был, да сплыл. А если батя это праздник, справедливость, надежда, опора, то батя красавчик. Добейтесь этого, и все. И тогда, когда надо будет, батя скажет, когда надо будет, батя уедет на рыбалку, на охоту. Ну то и батя. Вот. Решает все проблемы батя. Тогда и хочешь не хочешь, уважение приходит. А если батю в семье за столом ругает мать, как своего сына, то извини, дорогой, надо постараться поднажать. Так не пойдет. Я лично такого терпеть не могу, как отец двоих сыновей. Да, они в чем-то правы. Да, правы, несомненно. Но, вот это но уже совсем другой. Итак, ребята, идем дальше. После таких слов 3 вот таких красавчика. Всеми знакомые символы. Вот. Это не только клеймо мастера. Узнав, что за символ моих ножей, клеймо. Так, ну это бердыка. Однозначно. А что такое бердыка? Оказалось и оказывается, и было таким. Так называли дорогу и зовут до сих пор дорогу в рай. Всевышние миры. Вот и все. Я об этом вообще не знал. Когда только начал, и у меня был в 1803 году основатель нашей фамилии Бердыка был человек. Я его имя и взял, Бердыка. Его отец был, его звали Хатат, как огниво. Вот, переводится как огниво. Хатат, у него был сын Бердыка. И я его имя взял вторым именем для себя. Вот. А оказывается, имя-то вообще, а я это узнал только месяц назад буквально. В связи с этим именно на одной ноже нарисовал Л. Это такой composition, дорога, ну там, как известно, солнышко. Вот такой ножичек. Симпатичный. Единственный экземпляр во всем мире. Да и все, которые присутствуют тут. Вот. Идем дальше.
Вот такой красавчик. Тоже оберег с забором. Единственный рукоять такой. И так, еще один бурдык, оказывается, тут. Не заметил, что странно. И вот, ребята, чтобы отвлечь от напряга, попудрили, как говорится, Сахатова. На мой взгляд, даже очень даже ничего. Чубуко, горный баран, которые ставки сделаем из него. Глухарь собственной персоной. И как же без него? Тузик. Ну, хотели волка сделать, но получился тузик. Ну ничего, ножичек темным. Так, один специально сделан без ничего, без рисунка, скажем так. Но все же любят экшена. Одного только оставил. Да, и шейничек. С этой стороны и с этой стороны будет нарисовано. Пока эта сторона свободна. Рукоять совсем другая. Смотрите. Капик. Ну, очень удобная рукоять. Сам сделал. Не додумался. Не украл, не скопировал. Сам. Кстати, на нем не раз постояли, не лопнул. Если кто думает, тут гвоздик, пускай так думает. Но разочарую. Танковый стоит. Все стали, ребята, все стали. Неолокс 2, что вопросов не было. Так, у меня с обзорчиком 15 ножей показал. Осталось 4 минуты. Давайте, что там написали. Да, сразу скажу. Так, раз, так, 11. Почему 11? 12 ножей готовится. Даже 13 обзоры. Завтра поподробненько этих ножей одно обзоры покажу. Вот. Чтобы на руках поддержим. И пойдут, уважаемые мои, заказчикам ваши ножи. Аж 12 штук, по-моему. Или 11. Завтра посмотрим. Вот. Вот и все. Так что ждите завтрашнего дня. У кого какие были заказы. Да. И время пришло сделать печню. Ребята, те, которые заказали печней, продублируйте заказы, пожалуйста. Отправляйте чеки. Я. Тут надо обсудить. Есть вид для глубокого, для толстого льда. Есть вид, который засветился на канале Охота, рыбалка или Охота наша все. Не все, а другой. У Романа Андросова видели все, да? Это печня Батыя, очень эффективная. Вот. И на этой... И нет. На следующей неделе, да, с понедельника хочу сделать печни. Так, и еще одно есть объявление. Пятиглазики заказали, ребята, которые тоже отправляйте, отзовитесь. Пятиглазики готовы, буквально все. Хочу отправить. Если не отправили адресочки отправляйте, продублируйте чат. Вот.
Вот, после розыгрыша вместе с этими ножами, вместе с вашими заказами, возможно, стыковка будет. Отправлю, без проблем. У меня пока все. Казахстан сколько стоит отправить? По-моему, от 800. По-моему. Ну, в зависимости от дальности до городов. До Алматы 840 было, по-моему. До Нур-Султана, вернее. Привет, привет. Розыгрыша нет, конкурс. Только конкурс, ребята. Казахстан отправлял, и не один ножик. Нету розыгрыша, это конкурс, ребята. Так, Александр Откин. Если человек приобрел 2 билета и попадается один и тот же номер, на эти 2 билета он забирает 2 приза. Изначально так было задумано. Пропускать ничего мы не будем. Нажму 15 раз и все. 15 призов уходит. Привет, Таджикистан. Номеров 201, по-моему. Ну, Баир, я не знаю насчет чего. Уже, как говорится, во время разговора вопросиков, кроме приветика, нету, по-моему. Евгений Кузнецов, на этот номер карта прикреплена. Здрасте, здрасте, здрасте. Ну, коли нет вопросов, ребята. Да, я тоже, Андрей. Я тоже доверял. Проверенный способ. 3-й год. Рыбачили крючком. Без нареканий. Вот. Но правила поменялись. Ну ничего. Зато у всех на глазу, в прямом эфире. Главное, чтобы убедиться, присутствует ли ваш номер среди этих. И все. Так что уточните, ребята. Еще раз. Смотрите, который я сегодня опубликовал утречком до обеда где-то. По московскому 6 утра было, по-моему. И убедитесь, присутствует ли ваш номер. И этот компьютер с генератором случайных чисел выявит 15 победителей. И все. Вот и все. Так, повторюсь. В это воскресенье 15 ножей готовы. Те, которые заказывали пешню, те, которые заказывали Карсхау, берег, пятиклассик. И что там было? По-моему, все. Адресочки ваши нужны. Те, кто не отправлял. Мои заказчики. Вот. Почему я не тороплю? Почему задержка и так далее, и так далее. Причин много. Вот. Но как я сам мастер должен сказать, я за качество. Во-первых, я за качество. Так что, ребята, если среди вас есть
недовольные, я пойму. Всегда понимал. Всегда они присутствуют. Да, ожидания есть, есть. Я сказал в позапрошлом эфире, целая партия попросту сдохла с отсутствием света. Вот и все. Ну, поэтому задержки. Я за качество, ребят. Ну, как получите, на руках поддержите, поработайте, забудете об этих. Скажете, ножик хороший, правда, ждать прислось долго, скажете, и все. Тем более ножики пожизненной гарантии пожизненной. То есть у вас всегда новый ножик, можете отправлять, что не нравится, нравится. Переделаю, заточу, подкрашу, попудрю. Все, у меня все. Так что, ребята, всех благ, здоровья. Мужики, будьте мужиками. Мужик это мужик. Не как бы, не типа, не бесхребетный. Мужик сказал и сделал. Держитесь этого курса. Сами себя не подведите. Будьте спокойны, мудры. Пускай она орет, пускай этот плачет. Но мужик-то свое сделал. Сделает. Учитесь. Терпите. Не впервой. Горы свернули. Но если мы хотим победить весь мир, то мы должны, во-первых, победить свою жену. Не только победить, а хотя бы убедить в отношениях. Будьте людьми, всех благ.